Сейчас мы расплачиваемся за проезд в общественном транспорте наличными, однако в скором времени планируется ввести электронное билетирование. И тогда с помощью примерно такой карточки горожане столицы могут оплачивать свой проезд в общественном транспорте. Также отмечается, что оплата будет на 2 сома дешевле, то есть сумма будет составлять 8 сомов. Ранее был объявлен тендер по проекту электронное билетирование в общественном транспорте города Бишкек. По результатам рассмотрения тендерных документов победителем определена швейцарская компания, которая заявила наименьшую цену и максимально соответствовала требованиям по квалификации. Отмечается, что запуск проекта намного облегчит систему проезда как для населения, так и для самих водителей. Преимущество, самое главное, вот здесь видите, водитель в сегодняшний день с наличкой он отвлекается. Вот самое главное пассажирской системы – это безопасность. Водитель не будет отвлекаться с деньгами, передавая, вот эта наличка не будет отвлекаться. Вот здесь чисто вот эта фиксация идет, водитель просто, у него будет дополнительный прибор, что вот водитель, то есть пассажир прошел, вот он у себя наглядно будет фиксироваться звуковой сигнал или вот так светоотражающий какой-то сигнал будет. Вместе с тем, несмотря на преимущества, которые влечет за собой запуск системы электронной оплаты проезда, есть некоторые нюансы, которые необходимо учесть, прежде чем внедрять проект. К примеру, состояние многих городских автобусов оставляет желать лучшего. Наш общественный транспорт еще не готов к тому, чтобы принять новую систему. Вы посмотрите на полы, на состояние наших автобусов. Я живу какое-то время в Петербурге, вижу. Есть чем сравнивать. Сейчас условия в общественном транспорте нормальные. По пенсионному удостоверению наш проезд бесплатный. Это раньше условия были плохими, потому что автобусы были старыми, и они уже изжили себя. Я думаю, если автобусы придут, новые автобусы, то тогда будет легче народу. А сейчас, например, вот маршрутки у нас пробки создают. Возле рынков постоянно у нас пробки. Желательно было бы, если новые автобусы были бы, тогда нам, народу, было бы лучше. Было бы хорошо, если автобусов и троллейбусов стало больше, потому что на них ездить намного удобнее, выгоднее и безопаснее, особенно для пожилых, школьников и людей с маленькими детьми. Отметим, ежедневно миллионный Бишкек обслуживают более 2000 микроавтобусов, около 100 троллейбусов и такое же количество автобусов. В то время как на автобусной базе городского управления транспорта мэрии города Бишкек в нерабочем состоянии стоит около 300. Сююналы Эргешев работает водителем маршрута номер 6. И по его словам, все водители надеются на то, что в скором времени прибудет партия новых и современных машин. Я много лет работаю на базе. 10 лет назад прибыли эти автобусы, и с тех пор вот мы ездим на них. Многие автобусы ломаются из-за того, что большинство улиц города разбито. Например, вот улица Лущихина. Раньше она была в очень плохом состоянии, и это стало причиной того, что сейчас большое количество автобусов на базе в негодном состоянии. Как вы видите, в настоящее время в автобазе мэрии города Бишкек в нерабочем состоянии находится несколько сотен автобусов. А если говорить о тех, что обслуживают горожан столицы, то их всего лишь сотня. Многие жители жалуются на то, что автобусы не доезжают до некоторых жилмассивов, а причина кроется в том, что их состояние не позволяет ездить по этим дорогам. Бигаим Бигалиева, Эльчебек Каштоубаев, Новости Ошпири.